Так уж получилось, что региональные операторы во всех регионах Российской Федерации у нас не входят ни в 44-й закон, то есть он не применяется в конкурсных процедурах, вот, ни 223-й закон, поскольку он применяется для открытых, закрытых акционерных обществ. То есть получилось так, что каждому региональному оператору субъект придумывает, не придумывает, а утверждает правительством субъекта свой нормативный документ на проведение конкурсных процедур. Поскольку Омск и Омская область у нас был практически пилотный, и первый региональный оператор, который начал осуществлять ремонты и у которого была утверждена долгосрочная программа, то, соответственно, в нашем регионе почти что в первую очередь утвердилось это постановление правительства Омской области, называется 149-П. На сегодняшний момент оно не отвечает реалиям, и исходя из опыта проведения ремонтных работ, мы получаем таких подрядчиков, которые не справляются с своими обязанностями, действия которых носят явно мошеннический характер, но ничего сделать мы с данной ситуацией не можем, поскольку они честно сделали документы и победили на конкурсе. Поэтому сегодня инициируется изменение в 149-е постановление правительства. Все документы в Минстрой нами поданы и ими анализируются. Я думаю, в ближайший месяц, может быть, я думаю, что месяц новое положение утвердится. Преимущество этого положения перед предыдущим. Значит, некоторые регионы сделали так, как предполагает 44-й федеральный закон. То есть предквалификационный отбор. То есть предварительно по условиям некоторых квалификационных требований отбирается пул подрядчиков, из которых уже происходит упрощенная процедура конкурентных процедур. Таким же образом пошли и мы. Вот. По поводу упрощенной процедуры по брошенным домам. Значит, ситуацию имеем такую. Зашел подрядчик, частично раскрыл крышу и не имеет, по сути, не имеет средств, чтобы закупить материал и довести ее до победного конца. В данном случае нужно провести выверку объемов и максимально короткие сроки провести конкурс и выбрать другую подрядную организацию. Значит, в этом положении такой регламент прописан, что в течение недели мы проводим конкурс, либо мы делаем закуп у единственного источника, определяем подрядную организацию, в течение нескольких дней она выходит на этот дом. Такая процедура там прописана. Речь только о том, чтобы как можно быстрее утвердить постановление правительства в измененной форме, и все. Долгосрочный план, включающий 7975 домов, утвержден 30 декабря 2013 года. Соответственно, в течение 4 месяцев на тот момент действующего законодательства возникало обязательство по уплате собственниками первоначального взноса. То есть январь, февраль, март, апрель, с 1 мая. И было в программе 465 домов. Наверное, нормально, если с 1 мая. Но в процессе пути до мая месяца изменился закон, и вместо 4 месяцев появилось всего 8. Фактически обязательство возникло с 1 сентября. Квитанции выставляем до 10 октября и получаем, что октябрь, там где средства будут, ноябрь-декабрь, конкурсная процедура, 1,5 месяца, согласование с собственниками 3 месяца. Мы получили отремонтировать 465 домов до 1 января. Соответственно, вы исполнили только 17. Я на тот момент еще не работал, поэтому просто поясняю ситуацию. Значит, дальше мы пошли в 2015 году. В 2015 году получилось не 465 домов, а 1088 домов. Итого, 1500. Да, вот я работаю, у меня контракт с конца апреля, да, эти 1500 домов, минус вот эти 17 и еще 30-50 мы должны были сделать до конца года. Вот и вся ситуация. А процедуры у нас носят такой, во-первых, переходящий, во-вторых, небыстрый характер. То есть мы делаем дефектную ведомость, делаем смету, отдаем собственнику, у которого по закону 3 месяца на согласование общим собранием этих документов. Они где согласуются, где не согласуются, где за неделю, где за 3 месяца, а где вообще их нету. Получаем обратно, проводим конкурс, который тоже месяц плюс заключение договора. Итого получаем процедуру от 2 до 6 месяцев. Вот собственно и все. То есть нельзя рассматривать год, он как год. Поэтому на меня свалились все дома 2014 года, все эти 450 домов, плюс 1100 домов 2015 года. Вот и вся картина. За 2015 год, если отнять эти 17 домов 2014 года, мы отремонтировали 233 дома, если не изменяет память. Вот, и около 300 у нас в ремонте еще дополнительно.